Мы продолжаем рассказ о людях, чья судьба отражена в первом томе мартиролога «Покаяние». Сегодня речь пойдет о так называемых финских финнах. В один день, 30 октября 1938 года, в Сыктывкаре были приговорены к расстрелу, и на следующий день расстреляны 7 финнов. Петр Ахвенайнен, Фердинанд Вейналинен, Вилхо Грен, Эйно Каупинен, Андрей Мiettinen, Risto Niemelä, Albin Suhonen, еще 6: Arne Leijonen, Timo Taivo, Artur Suhonen, Gustav Nenonen, Heino Sippolas, Soini Raitanen приговорены к 10 годам лишения свободы. Все они вошли в первый том мартиролога. Что же произошло и какова судьба этих людей? Они все уроженцы Финляндии, это не российские финны. Я могу рассказать об их судьбе на примере судьбы человека, которая мне лучше известна. Это один из 7 расстрелянных, Вилхо Грен. Судьба его и показательна в своей трагичности, и вот интересна своей необычностью. Ну, сначала несколько слов о его прошлом. Он родился в 906 году в Финляндии. Обычная рабочая семья. Получил профессию наборщика в типографии. Служил в армии. После армии увлекся спортом. Был боксером. Ездил на соревнования в Швецию, в Финляндию. Работал, женился, увлекся коммунистическими идеями. Даже в 1928 году вступил в коммунистическую партию Финляндии, но был там недолго. В 1929 году он вышел из компартии, когда она была запрещена в Финляндии. И, может быть, судьба бы его сложилась по-другому, не потеряя он в 1931 году работу. Возможно, это и было связано как раз с тем, что он хоть какое-то короткое время был членом коммунистической партии, принимал участие в первомайских демонстрациях, но вряд ли он был убежденным коммунистом. А в то время коммунистам ведь сочувствовали многие. Европа переживала нелегкие времена. Кризис 29 года очень сильно ударил по экономике западноевропейских стран, и безработица была обвальной во многих странах Европы. Вилху Грену надо было что-то делать, у него уже была семья, дочка. И вот тут, на бирже труда, он повстречался с неким русским по фамилии Рыбин. Кто этот Рыбин, я не знаю, разумеется. Но вот интересно, что этот Рыбин уговаривал финских рабочих поехать на работу в Советский Союз. Причем поехать нелегально. Он давал слово, что перебросит нелегально их на советскую территорию. Вероятно, Грен, как и многие другие рабочие, был в совершенно безвыходной ситуации, потому что, подумав, согласился. И вот тут возникает вопрос, кто был этот Рыбин, не был ли он агентом НКВД, потому что уж больно легко ему удавалось перебрасывать финских рабочих через границу. Вилхо согласился, потому что его брат Уно уже приехал в Советский Союз и написал ему письмо, что он устроился на работу в Ленинграде, приезжай. Ночью на катере, заметьте, на моторном катере, Рыбин беспрепятственно перевез через советскую границу на нашу сторону более 30 финских рабочих. И вначале вроде все складывалось нормально. Их допросили и отпустили. Может быть, Грен нашел бы и работу. В Советском Союзе работы хватало. Но он получил письмо из Финляндии о том, что жену выгнали с квартиры. И он по наивности предпринимает совершенно необычное шаг. Он решает перейти теперь в одиночку границу обратно, просто так легко,
забрать семью и вернуться в Советский Союз, здесь строить новую счастливую жизнь, зарабатывать себе на жизнь. Однако не тут-то было. В эту сторону границу было пересечь просто, а вот обратно это уже совсем другое дело. Одним словом, Вильхо Грен на границе был, разумеется, арестован, пойман как шпион. Ему дали 3 года и отправили в лагерь. Из лагеря он пытался бежать. Ну, сами понимаете, побег был неудачным. Его схватили почти тут же. А в лагере он был в современной Кировской области, лагерь Луза. Там он был, на границе с Коми. И добавили ему еще 1 год заключения. Вот так в 1937 году он оказался в Коми АССР, на нашей территории, в Ухт-Печлаге. Ну, срок был небольшой, всего 1 год, и вскоре он освободился. Освободился, а выехать из Советского Союза, разумеется, не мог, их не выпускали. Он уже потерял связь с семьей, иногда получал письма, другой связи не имел. Куда ему было деваться? Он двинулся в Сыктывкар, а здесь в Сыктывкаре сложилась уже целая финская колония. Все вот эти люди, которых я перечислил, имели такую же судьбу, тоже перебирались в Советский Союз, кто-то пытался уйти обратно, кто-то здесь попадался на чем-то, они все прошли через лагеря и ссылку, их было более 20 человек здесь жило в Сыктывкаре, по окраинам Сыктывкара, в Кочпане, в Ильгарте, на Тинтюковской, в Тинтюках, в Тируле. В центре города они квартиры снимать не могли. Что было делать? Надо было как-то жить. Вильхо Грен, человек мастеровой, руки у него были золотые, устроился на новенький Сыктывкарский лесозавод, слесарь. И вот работал, поддерживал отношения со своими финнами, друзьями, но тут наступает уже роковой 37-й год. Честно говоря, чему я удивляюсь, так это тому, что финнов не арестовали сразу. Потому что уж в этой истерии, когда ловили шпионов, троцкистов, диверсантов и прочих антисоветчиков, ну, кажется, уж самое очевидное, что надо было начинать с самых подозрительных, в кавычки, людей, с граждан других государств. Между прочим, Вильхо Грен никогда не был гражданином Советского Союза, он гражданство не менял, он был финским гражданином, подданным Финляндии. Могу объяснить это только тем, что их не сразу арестовали, что, вероятно, существовала какая-то инструкция, что ли, или правило, потому что арестовывали волнами. Вот, вероятно, очередь до финнов дошла в начале 1938 года. И вот развязка трагедии как раз наступает в 1938 году. 2 февраля их всех арестовали, всех буквально, за исключением одного, Вейна Линина, потому что он жил не в Сыктывкаре, он даже на Печоре жил, там до него добрались. Арестовали и привезли в Сыктывкар. Дальше, в общем-то, все шло, к сожалению, как у всех. Но трагедия Вильхо Грена развивалась медленно, как бы неохотно. Такое впечатление, что следователь, арестовав, дав указание на арест, не знал, что с ним делать, с этим финном, и с другими финнами тоже. Его арестовали в феврале, и 2 месяца Вильхо Грен сидел в тюрьме в Сыктывкарской, вообще не зная, за что его арестовали. Арестовали его как шпиона, разумеется. Такова была повод к аресту. Наконец его допросили. Вот следователь спрашивал, как семья, да где жил, да где учился, да что делал в Советском Союзе, то есть биографию выспрашивал. Грен отвечал, разумеется, ему скрывать-то нечего было. 2 допроса, и потом как отрезало. Человек опять несколько месяцев сидел в полном неведении в тюрьме. О нем такое ощущение, что о нем забыли просто. Вообще-то обвинительное заключение подготовили. В феврале, я напомню, Вильхо Грена и финнов других арестовали, в апреле уже дело было закрыто, но, вероятно, даже НКВДшники посчитали, что это уж больно дело шито белыми нитками. И где-то в апреле, в мае Вильхо Грена опять
повели на допрос к новому следователю. И опять начались все те же вопросы. Кто, откуда, да что делал, да откуда родом. Правда, появились тут 3 свидетеля. Один рассказал, что финн, что служил с Вильхогреном в армии, ну и все. Второй, хозяин квартиры, сказал, что вроде в антисоветчине его постоялец не заметил. Третий рассказал о друзьях Грена, ни слова ни о шпионаже, следователь даже не спрашивал. Это вот такие вялые допросы, и потом опять о человеке забывают. Тянется месяц за месяцем, день за днем. Это мне вот так вот легко рассказывать, зная его биографию. Представьте себе, что человек сидит в тюрьме, в набитой битком камере, откуда каждый день уводят на допрос, на смерть. Это наша следственная тюрьма в Сыктывкаре. Ничего не зная, когда в следующий раз его вызовут. Когда вообще, когда решится его судьба, в полном неведении. И так месяцами. И, наконец, его вызывают по отдельности в следственное управление. Там заседает особое совещание. Все дело занимает 10 минут. Ему зачитывают приговор 30 октября 1938 года. Обвинен в шпионаже, статья 58.6. Себя виновным не признал, но изобличается свидетельскими показаниями. Приговорить Вильхогрена к расстрелу. На следующий день он был расстрелян. Может быть, рядовое дело, но вы знаете, я смотрел много дел следственных в архивах. Вот это меня поразило совершенно одним фактом. Знаете, то, что обвинения были выдуманные, это теперь этим никого не удивишь, что все знают. Но этот случай, пожалуй, первый в моей практике, когда следователь даже не удосужился чего-нибудь приврать, то есть выдумать. Какую-нибудь дурацкую шпионскую деятельность, придумать какие-нибудь связи с мировой буржуазией. Ему даже было лень это делать. В деле нет ни одного документа, ни одного слова и вопроса, чтобы следователь хотя бы спросил что-то у него про его шпионскую деятельность. Единственное упоминание писал письма родным. Все. Вот такая 20 страничек. Все дело вместе с биографией, с описью имущества и с приговором. 20 страничек. Следователю было лень спросить, хотя бы доказать, придумать обвинение. А 31 октября 1938 года 7 финнов, в том числе и Вильхогрен, были расстреляны в Сыктывкаре. О судьбе их родные не знают до сих пор, кроме одного. Эти имена звучали на финском радио, и через 50 лет, 60 лет, одна из жен расстрелянных узнала наконец-то, где закончилась судьба ее мужа. Об остальных мы не имеем даже никаких известий, ни фотографий. Вечная